70-летнего Ильдуса Кадырова арестовал сегодня Советский районный суд. Пенсионера обвиняют в убийстве 46-летнего внука своей возлюбленной из винтовки «Маузер». Все произошло в доме номер 135 по улице Фучика. 2 пулевых ранения в голову оказались смертельными. Обвиняемый рассказал суду, что просто обязан был это сделать. Почему, знает Нафиса Минязова. Ильдуса Кадырова в зал суда сегодня завели оперативники. Он понимал, что статья, по которой его обвиняют, серьезная, и его могут отправить в следственный изолятор, поэтому и просил привезти ему лекарства. Следствием установлено, что 3 марта 2020 года на почве частых скандалов, связанных с распитием внуков спиртных напитков, Кадыров произвел 2 выстрела в голову последнего из одноствольного обреза. Кровавая драма развернулась в квартире 82-летней возлюбленной обвиняемого. Вместе с ним жил ее 46-летний внук. Он, рассказал задержанный, нигде не работал, обижал бабушку и мешал пенсионерам жить. Вечером 3 марта нервы пенсионера не выдержали, когда мужчина лежал на раскладушке и смотрел телевизор, прибавив громкость едва ли не на максимум. Он выстрелил в него сначала 1 раз, затем 2. После первого выстрела он услышал хрипы и вздохи от Лукьянова. Затем Кадыров Ильдус достал из кармана ранее положенный туда патрон, зарядив снова обрез и произвел 2-й выстрел также в область головы Лукьянова. Мужчина умер не сразу. Соседи вызвали скорую, его успели доставить в больницу, но ранения были несовместимы с жизнью. Тем временем его родная бабушка отнесла орудие убийства соседке. Откуда вообще у пенсионера обрез, также стал немаловажным вопросом для правоохранителей. Следователи установили, что в 2000 году обвиняемый увидел на Чеховском рынке неизвестного ему мужчину, и под курткой у него была та самая винтовка «Маузер», оставшаяся еще со времен Второй мировой войны. Тогда он решил ее приобрести всего за 200 рублей. Все это время обрез хранился у него на балконе. Спустя 20 лет он понадобился ему для того, чтобы устранить обидчика своей возлюбленной. После случившегося пенсионера тут же задержали. Ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении своей дочери. Уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Следователь ходатайствовал заключить Ильдуса Кадырова под стражу на 2 месяца и отправить его в следственный изолятор. Задержанный же пытался доказать суду, что не опасен, и убил внука своей сожительницы, чтобы ей самой облегчить жизнь. Я вот это совершил, знаете почему? Ради бабушки. Он не я, так он ее добил бы, просто. Мужчина уверял, скрываться и мешать расследованию не собирается. Ну, я хотел дома побыть, маленько, около бабули. Я же никуда не денусь. То есть вы возражаете против избрания меня ареста, правильно? Да, пока. Вы и так не заберете, я куда денусь? Суду даже была предоставлена расписка от бабушки убитого мужчины, которая просила деду домашний арест, и чтобы проживал он рядом с ней. Однако представитель Фемиды не поверил в то, что женщина сама это писала. К тому же документов на право собственности квартиры представлено не было. Продлить срок воздержания на 72 часа с целью предоставления данных от владельца квартиры, в которой он ранее проживал, и с распиской, что он может там находиться. В итоге суд вынес свой вердикт и отправил обвиняемого на 2 месяца в следственный изолятор. Сторона защиты намерена обжаловать это решение. Я собираюсь предоставить в Верховный суд информацию о том, что собственник квартиры, в принципе, не против, о том, что он будет там находиться и проживать во время домашнего ареста. До обжалования меры пресечения решений вышестоящей инстанции пенсионер отправился в СИЗО прямо из зала заседания. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.